Доброе утро, уважаемые коллеги. Давно мы не собирались, и те вопросы, которые, я бы сказала, возникли очень неожиданно, и для нас не совсем они, для сотрудников Национальной библиотеки, были понятны, что они возникли. И мы были вынуждены экстренно собрать сегодняшнее совещание по некоторым вопросам, которые, как оказалось, в первую очередь не понятны для руководителей муниципальных образований. Они возникли, и поэтому мы решили разъяснить, от вас услышать вопросы, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, чтобы они потом еще раз не возникали. И первый вопрос нашего сегодня такого совещания – это предоставление субсидий из бюджета Удмуртской республики, бюджета муниципальных образований на комплектование библиотечных фондов. Надо сказать, что те 5 миллионов, которые были выделены правительством Удмуртской республики в соответствии с постановлением правительства Удмуртской республики от 25 июня текущего года, номер постановления 274, это целевая субсидия именно к проведению празднования столетия государственности Удмуртии. Конечно, для того, чтобы эти деньги появились, шла большая предварительная работа. И на коллегии Министерства национальной политики рассматривался вопрос о национальном книгоиздании и состоянии библиотечных фондов, вообще, так скажем, укомплектованность нашей краеведческой литературой на языках народов, проживающих на территории Удмуртии. Я, конечно, сейчас не буду вам читать этот доклад, и если вам интересно, вы можете, наверное, материалы коллегии на сайте Миннатса найти, или, может, мы рассмотрим на совещании эти вопросы, но, знаете, цифры о состоянии фондов, они, конечно, потрясли всех членов коллегии, и было решено, что обязательно нужно финансовые средства для того, чтобы поддерживать актуальность наших библиотечных фондов, литературы краеведческого содержания, художественной литературы, поддержка наших издательств Удмуртии. Если мы, Национальная библиотека, имеем обязательный экземпляр того, что издается на территории Удмуртской республики, и то, к сожалению, не всегда, это тоже происходит только благодаря тому, что у нас неравнодушные специалисты работают и очень трепетно к этому вопросу относятся. То, к сожалению, муниципальных библиотек, лакуны в этом направлении библиотечного фонда, они большие, и уже их невозможно где-то восстановить. И поэтому, конечно, я считаю, благодаря усилиям членов правительства, Министерства национальной политики, Министерства культуры, эти 5 миллионов появились на пополнение библиотечных фондов. Постановление правительства содержит порядок предоставления субсидий, и, конечно, без софинансирования уже предоставление субсидий невозможно, поэтому 50% софинансирования. И в чем возник вопрос? Хотя в постановлении, я считаю, все достаточно написано и лаконично, и в то же самое время формулировки позволяют приобрести очень разнообразную литературу как по теме, так и по жанрам. Еще и приложена к постановлению тематика, типологическая структура. Пункт 2 порядка предоставления субсидий, который утвержден постановлением правительства. Субсидии предоставляются муниципальным образованием на приобретение изданий по истории, культуре, этнографии удмуртского народа и народов, проживающих на территории Удмуртии, произведений классиков национальных литератур и современных авторов Удмуртии для муниципальных библиотек
и библиотек, находящихся в структуре муниципальных культурно-досуговых учреждений. Даже вот это продумали, что есть библиотеки, которые входят в структуру КДУ, чтобы они не остались без средств на пополнение. Ну и, конечно, тематика типологическая структура, она содержит очень разные виды жанров и художественной литературы, и все, ну, нет смысла сейчас это рассматривать. Так вот, в чем возник вопрос, что обратились, что не нужно столько средств на приобретение этой литературы. Честно говоря, мне не совсем было это понятно, потому что на самом деле формулировки, ну вот все объять необъятное здесь, может быть, кто-то. У нас на территории Удмуртской республики проживает более 130 национальностей, более 130. Конечно, это не означает, что мы с вами должны приобретать литературу. Мы же в любом случае комплектуем свои фонды, исходя из того, из структуры населения своего муниципального образования и возрастного, так скажем, состава. Может быть, мы забываем, что у нас на территории живет еще и русский народ, и, может, мы где-то упускаем, что даже народы, так скажем, у кого родной язык не русский, но ставшие сейчас русским, читают на русском языке. Есть национальные авторы, которые пишут не на родном своем, так скажем, историческом языке, а на русском языке. Поэтому я думаю, что здесь приобретение этой литературы вообще никаких вопросов не должно возникать, что что-то мы не справимся и не сможем эти деньги освоить. Здесь и попробуют, если боязнь проверяющих, но я не знаю, как мы можем, например, если мы приобретем, например, антологию поэзии, которая вышла в Москве, да, она стоит 4000, где вошли лучшая поэзия всех практически народов России, в том числе и удмуртского. Это совершенно к 75-летию Победы. Но сегодня наша задача еще раз вернуться, что мы можем где интересного посмотреть, и, конечно, и приобрести, и конечно, в первую очередь, я считаю, что поддержка своих издательств, издательства Удмуртии, кстати, великолепные книги в издательстве Удмуртии выходят, пожалуйста. Вот одна из последних книг, которую мы презентовали, тоже в юбилею государственности Удмуртии, великолепная подарочная книга вышла. Почему? Я считаю, это большая... И она такая не одна, из сказки, очень интересный большой ассортимент издательства. Я не рекламирую, я не рекламирую издательство Удмуртии, но тем не менее это основное издательство, которое сегодня выпускает литературу именно конкретно по истории, этнографии, культуре удмуртского народа. Великолепное издание, вы сами знаете, сейчас не стыдно вот нашему издательству за такие великолепные проекты. Поэтому задавайте вопросы, если сейчас они появились. Так, у нас, я сейчас слово передаю. Есть ко мне вопросы, прежде чем я Риме Абдуловне Артысюк уже по конкретным вопросам приобретения? Не вижу это. Так, нет, вопросов нет. Вот мне, пожалуйста, напишите, кто возникли ли у вас проблемы в освоении этих средств. Потому что вот это очень сложно, я не чувствую обратной реакции. Есть? Нет, еще. Ну, задавайте. Можете микрофон подключить, и мы вас услышим. Или напишите в чате. Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна. Подключайте микрофон, задавайте, не вижу я вопросы. Он работал. Уважаемые коллеги, есть проблемы по освоению средств. А мне не надо обязательно?
Давайте. Я передаю слово заведующей отделом формирования библиотечно-информационных ресурсов Национальной библиотеки. Нет, пусть видят. Имя Дуни Артысюк по источникам комплектования, более она подробно осветит, типовой видовой состав приобретаемых изданий. Всем добрый день, здравствуйте. Ну, я тоже надеялась больше на ваши вопросы, какие у вас есть вопросы, но так как я так понимаю, что проблема с вопросами, поэтому я озвучу то, что я для вас подготовила. Ну, потом, да, а потом, если что, будут вопросы, ответим. Как и Татьяна Владимировна вам уже озвучила, самое главное у нас это второй пункт порядка. Что берем? Приобретение издания об истории, культуре, там еще что-то. Я считаю, что здесь все понятно. Я могу немножечко расшифровать, что под этот пункт мы можем купить. То есть краеведческую литературу однозначно покупаем. Вы знаете все источники издательства Удмуртии, предлагаю еще Шелест, предлагаю Институт образования, бывший повышение квалификации. Вот Татьяна Владимировна еще говорила, что можно у Коробейникова Игнака, вот, по нашей краеведческой литературе. То есть тут вопросов нет. В издательстве есть прайс, вы ходите на сайт, некоторые библиотеки уже обращались, потому что я им звонила, были вопросы, работает ли издательство по исключительным правам. Издательство наше в Удмуртии работает по исключительным правам. И проблем никаких нет. Какие документы нужны, такие сделают. Вы исключительные права можете как бы прописать это и в договоре, тогда не нужно будет гарантийное письмо. Или отдельно к договору сделайте гарантийное письмо, именно вот по исключительным правам. Вот гарантийное письмо, там оно тоже не просто, что мы вот даем вот эти исключительные права, гарантийное письмо с списком книг, которые вот вы покупаете по исключительным правам, а не просто там одно письмо без списка. Нужен обязательно список. Также по такой же аналогии работают все издательства национальные, и Татарстан, и Чувашия, и Мариэл. Тоже я все промониторила, все издательства, у всех есть сайт, и на сайтах есть прайс. И также работают по исключительным правам. То есть здесь проблем нет. Именно по покупке национальной литературы. Вот. Дальше. Что сюда еще можно включить? Вот уже Татьяна Владимировна затронула антологию «Современная литература народов России». Вот я очень вам всем рекомендую приобретать вот эту антологию. Она дорогая, но на эти деньги можно освоить, вот, купив вот эту антологию. Потому что туда все входит, и чуваши, и татар, ну все национальности, все народы. Вышло 3 тома. Первый том – это поэзия, второй том – детская литература и третий том – проза. Средняя цена каждого тома около 4000. Вот рассчитывайте на такую сумму, если будете покупать. Но как бы я вам настоятельно рекомендую приобрести эту антологию, пока вот есть эти деньги, и именно целевые деньги на приобретение этой национальной литературы. Также рекомендую, тоже промониторила, что как бы можно еще купить. Издательство Ломоносов выпускает очень хорошую серию, может быть, даже многие уже знаете, и научно-популярная серия «История, география, этнография». Здесь тоже можно выбрать книги хорошие. Вот, например, я выписала для себя, тут касается русского народа. Русские у себя дома, русская деревня, русский быт. То есть это тоже подходит под эти параметры. Антологию. Где купить антологию? Это я скажу, но, как мне сказали, нежелательно рекомендовать какие-то источники, но я скажу, где мы покупали. Так, то есть вот по этой серии. Также сюда по истории русского народа и вообще как бы Россия, я считаю, что можно купить здесь учебники по истории России.
Это тоже как бы подходит. По культуре, история отечественной культуры, история русской культуры тоже можно купить. Оно подходит по параметрам. Дальше, 75-летию Победы. Очень много вышло серий. В издательстве АСТ, Эксмо. Тоже, и там и художественная литература, и есть документы какие-то, исследования. Посмотрите, промониторьте, тоже можно вам купить. По источникам, что могу сказать? Вот эту современную литературу народов России мы покупали в Биткоме. Вот эта серия издательства Ломоносов, то, что я говорила, история, география, этнография, тоже там уже есть в Биткоме, потому что издательство Ломоносов сами не работают с юрлицами, у них только интернет-магазин. Так, ну вот как-то так. И еще хочу сказать, если будете работать с федеральными издательствами, какие вам документы надо, такие документы сделаю, без проблем. Вот как бы можете разговаривать, можете, вот нам такие условия, вот такие эти, без проблем. И еще с доставкой. Если как бы они в основном транспортную доставку, транспортом доставляют, транспортная компания, если у вас в районы не идет эта доставка, можете через нас, пожалуйста. Я приму этот ваш груз, и потом вы приедете и заберете. Пожалуйста, как бы проблем никаких нет. Но, да, для многих районных библиотек, как бы тут проблема закупки, потому что у вас отработана уже технология, у вас деньги есть, вы идете в магазин, закидываете все туда деньги, или Кесипову тому же, и все. И как бы тут немножечко по-другому. Здесь немножко как бы проявите творчество, промониторьте. Какие-то есть, будут вопросы, пожалуйста, я вышла из отпуска, я на работе, я могу что-то ответить. Или спешитесь со мной, какие контакты нужны, с каким-то издательством. Если мы с кем-то работаем, я могу это тоже порекомендовать. Пожалуйста. Вот все, что я могла сказать. По типовому видовому составу здесь тоже все прописано. Что покупать, как бы, какие виды изданий. По тематике я вам сказала, что можно купить. Конкретно какие-то книги, это уже ваш выбор. Единственное, что могу дополнить, что если вы берете какие-то книги, не просто так вот купите, чтобы они на полке лежали, вы уже при отборе книг, при отборе документов уже представляете, что с ними делать, как работать, какие формы работы можно с этими книгами. Не просто книги поставить на полку и ждать, когда читатель придет за этими книгами, а уже готов, как бы думать, что с этими книгами делать. Все. Вопросы, пожалуйста. Вот вопрос. Можно в цену книги включить доставку? Обязательно. Издательства так и делают. Издательства так и делают. У них, это вы можете как бы заранее тоже обговорить, но многие вот издательства, они включают сумму доставки, разбивают на стоимость книги. Я еще Цена хочу договора. добавить немножко, да? Отдельно деньги на доставку не дают. Да. То есть если у вас не будет доставка уже в сумме договора, придется уже платить свои деньги за доставку. То есть доставка должна быть уже в сумме книг. Это обговаривайте, но любое издательство это делает, как бы без проблем. Если будете обговаривать доставку, пожалуйста, как бы вы указываете свой юридический адрес, а адрес доставки вы можете вот указать наш, Удмуртская, 199. Рима Абдулловна. Так, если писатель Александр Щербаков, Ижевский, который издает книги сам, можно его книги закупить? Почему нет? Автор удмуртский на территории Удмуртии у нас тут подходит. Современных авторов Удмуртии без проблем. Тут вопросов нет, пожалуйста, закупайте. Так, если запросов читательских в отказах нет, все равно закупаем. Да, я думаю, что закупаем. Если запросов читательских в отказах нет, значит, я считаю, плохо работаете с фондом, плохо продвигаете эти книги.
Вот и поэтому я говорю, даже если вы закупаете какие-то книги, сразу же думайте, как вы с ними будете работать, чтобы они мертвым грузом не стояли на полке. Рима Абдуловна. Все, да, вопросов нет. Тогда я передаю слово Ирине Владимировне. Она не слышит. Хронологическая глубина 3 года остается. Я бы сделала побольше. Вот задают. Мы же отдел организации. Я бы сделала побольше, но так как в документе прописано, я не знаю. Раз включите. Вот. Антологию где купить, я уже сказала, мы купили в Биткоме. Как писать Рима Абдуловна. на книге? А что значит техзадание? Микрофон. Вот это. Я не знаю, не могу сказать, потому что мы это не делаем. Техзадание на книге писать. Конкурентная закупка, если тех заданий. Если у вас конкурентная закупка, я вам не могу это сказать. Но с другой стороны, я уже сказала, любое издательство сделает вам документы, какие вам надо. Надо вынести по глубине хронологической хотя бы 5-6 лет. Я с вами согласна, что как бы больше можем мы варьировать, и ассортимент уже другой книг будет. Но документ, я не знаю, тут уже министерство или еще что, кто там, менять документ будет или нет, я не знаю. А так согласна, да, можно было побольше, потому что будет пошире ассортимент. За 3 года ассортимент маленький, особенно в национальных издательствах. С этим согласна. Рима Абдуловна. Ценовых запросов. Это что, 5 ценовых запросов? Это котировка, что ли, или как у вас? Как писать? Я не понимаю, обычно сбоку вот. Ну вот я еще раз говорю, что обратитесь к издательствам, они вам все сделают. Поставщики, они заинтересованы. Они, какие вам документы нужны, они сделают. Так, все, слово передаю Ирине Владимировне. Она как расскажет вам или ответит больше на ваши вопросы по процедуре закупок. Просто сразу же скажу, что мы по 44-му не работаем. То, что мы можем сказать, мы скажем. Но вот прямо подробно всю технологию, вот как это делать, мы, если у вас будут вопросы, мы можем как бы в другой раз изучить или еще что-то и вам сообщить индивидуально каждый библиотеке. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Немного расскажу про закупки по закону, по которому вы работаете, 44 ФЗ. Есть у вас 3 пункта, есть пункт 93, статья 93 «Закупки у единственного поставщика». В этой статье вы имеете право по 3 пунктам, пункт 4, 5 и 14, закупать вот эти вот все книги, как у единственного поставщика. 4 пункт, вы знаете, что там до 600 тысяч. Сделали, по-моему, до конца 2020 года было там 300 тысяч. 5 пункт до 600 тысяч. И 14 пункт – это исключительные права. Вот рекомендую, конечно, вам лучше, если есть возможность, по исключительным правам, потому что, сами знаете, дробление закупок может придраться ФАС, если вас будут проверять. Хотя в 44-м и не содержится вот этого запрета, да, на дробление, но тем не менее многие прибегают к искусственному дроблению. Это большие штрафы, сами знаете, и лучше так не делать. Вы применяете в 44-м приказ Министерства финансов Удмуртской республики 8Н, и вот есть к этому приказу приложение, перечень, при которых в модуле «Малые закупки» можно не закупать, а просто напрямую в малых закупках. Это пункт 39, закупка печатной продукции не более 10 экземпляров для комплектования библиотечного фонда. Вы можете сделать прямой договор в малых закупках, но я вам все-таки рекомендую вот эти ваши суммы вот не дробить на вот эти все малые закупки, а все-таки пройти через модуль малых закупок, через извещение и сделать закупки все-таки у единственного поставщика или как исключительные права, или большим там договором. Сами знаете, 3 дня висит. Если никто не заявился или один участник заявился, вы заключаете договор на тех же условиях с тем, с кем захотите.
Вот. Ну, вот это вот основное. Модуль малой закупки, вы знаете, что ведет Минфин Удмуртской республики, что там, с кем вот посоветоваться, есть Кандалинцева Ольга Алексеевна, 511-026, и техподдержка 511-029. То есть все-таки, так как вы работаете по 8М, применяете этот закон, приказ вернее, то вам надо все-таки делать через модуль малых закупок. Ну, может, какие-то вопросы есть? Я говорю, мы работаем по 223-му, очень так вот глубоко ваш закон-то 44-й не знаем, но если какие-то вот возникнут вопросы, Вместе решим. мы можем вместе решить. В принципе, так скажем, каких-то вот проблем-то нет в закупке. Как приобрести у частного лица? Так, вот я вам говорила, что по пункту 39 до 10 книг по малой закупке вы можете так и приобрести. Как приобрести у частного лица? Но вот частное лицо я бы не советовала все-таки приобретать у ИП может он все-таки не частное, а ИП. Частное? участника, как бы опыта приобретения лучше ИП. участников нет. Это все-таки целевые деньги. Я думаю, что вам Что лучше тогда говорили, что тогда у частного лица? Если частник оформлен как ИП, тогда да. И если он даст вам исключительные права. Да. И как Рима Абдуловна уже сказала, в договоре лучше, конечно, или в договоре, или отдельным письмом прописывать, что это исключительные права, и прям по списку. Но мы делаем так, и это правильно. Вопросы есть еще? Если какие-то вопросы у вас возникнут, вы нам можете позвонить. Может, мы и сразу, так скажем, медленнее, по тем закупкам, но мы, по крайней мере, проконсультируемся. Если бы мы работали по 44-му, мы бы сказали прям сразу вам как и что. Щербаков издает свои... Ижевский издает сам свои книги. Получается, что Но он он как частник. Да, частник, если ИП есть, и он работает с юрлицами, и что он может отдать все нам необходимые документы, пожалуйста. А может быть, Нам нужны документы, что есть реквизиты, юридические реквизиты, и есть единственный поставщик или исключительные права. А так хоть у кого покупайте, если есть. А так вот я взяла и продала книгу, конечно, нет. да, частник должен все-таки быть оформлен. Да, источником. юрлицо Да. должно быть. Так, больше вопросов нет? Я не знаю. Вот по Некрасовская написала, Национальная библиотека может составить список книг авторов, которые издаются сами издатом. Про них информации нигде нет. Нет, Если как мы их информации купим? нигде нет, как мы их можем приобрести? Я не Как мы знаю, можем что вы приобрести? имеете в виду. Мы все-таки работаем, ну, как бы не с частниками. Единственное, что вот еще вот издательство есть Монпаражон, там Смагин, по-моему, у него тоже антология неплохая вышла, первый и второй выпуск, но предоставят ли они документы, какие нам надо, я не знаю. Так, для публикации извещения нужно что? Нужно составить спецификацию на литературу. Есть ли образцы таких... Обыкновенный список литературы, какой вы делаете, что там какая-то особая форма? же нет, формы это ведь как особой никогда и нет. Нет, какой вам список, год издания, автор, заглавие, это для нас-то не проблема с вами, библиотекарю. А сроки освоения средств мы так ведь и не дотируем. До конца квартала надо освоить средства. То есть это вот еще конец июля. Но это реально, нормально, можно. Это еще у нас июль, август, сентябрь. Июль, Август, сентябрь. Ну, это 3 месяца. Это реально, все это Да. можно сделать. Средства небольшие. В любой момент можете позвонить.
Можно спросить? Да ничего страшного, вы это все делали, все это вы делаете. Да, конечно. Никаких проблем, я думаю, что у вас не может быть. Так, то есть вы советуете нам конкурентную закупку? Необходимо указать обложку, какая она будет издана. Подождите, мы вам не советуем. Мы не советуем, это только рекомендательный характер. Не конкурентная закупка, а вы работаете в модуле малых закупок. Это извещение висит там 3 дня. Конкурентная закупка – это аукционные конкурсы, котировки. Но вот насколько я знаю, кто работает по 44-му, котировки стараются не проводить, потому что они стали очень проблемными. Там и аудиозаписи, и приходят все поставщики, и, в общем, становится проблемной котировка. А аукционы, вы можете провести аукцион, если хотите, потому что все книги туда вписать, провести конкурентную закупку. Я вам рассказала про единственного поставщика, где проще все-таки единственный поставщик, и у вас есть все основания провести у единственного поставщика. Целых 3 пункта. Вот по срокам реализации Светлана Юрьевна написала, то есть срок реализации прописывается в соглашении. Вот посмотрите, у каждого соглашения. Управлением культуры и ЦБС. Да, то есть, какое-то соглашение, да, должно у каждого быть. Соглашение между министерством и районом есть. Там прописано. Ну, все тогда. Надежда Владимировна, Я вам нужна? Уважаемые коллеги, продолжим, давайте, наше совещание, поскольку у нас с вами больше вопросов нет. Вернее, они, скорее всего, есть, но сейчас пока не возникли. Телефоны вы знаете, поэтому всегда можете обратиться к специалистам Национальной библиотеки. И последним завершающим нашим вопросом, который стоит в повестке совещания, это вопрос об организации собственных муниципальных электронных библиотек. В очередной раз возник такой вопрос у главы муниципального образования о том, что почему бы библиотеке не скачивать с интернета книги, полнопечатные издания, и формировать свою электронную библиотеку. Мы с вами должны понимать, у нас совсем недавно прошел семинар, дистанционный же семинар на эту тему. Я просто хочу расставить акценты, определенные акценты в этой теме. Мы должны с вами понимать, что электронная библиотека у нас по сегодняшнему законодательству может формироваться библиотеками только путем оцифровки изданий, которые находятся в фонде библиотеки. Да? Только то, что нам с вами принадлежит. Все остальное и то, даже то, что нам принадлежит, мы с вами можем оцифровывать крайне осторожно, поскольку попадает под действие 4-й части Гражданского кодекса. У нас с вами должны быть либо договора с авторами, которые дают нам право использовать, оцифровывать их произведения. Б, если таких авторов, вернее, если не через договора, то оцифровывать можем только те издания, которые перешли в общественное достояние. Это мы знаем с вами, что после 70 лет, после смерти автора. И там есть куча нюансов. Этот срок может продляться. Да? Если, допустим, автору участник Великой Отечественной войны, то срок увеличивается на 4 года. Если он был репрессирован, то у нас с вами срок 70 лет отсчитывается с даты реабилитации и так далее, и так далее. То есть там очень много нюансов. И у нас с вами, там сиротские произведения, то есть все это очень и очень сложно сделать. Поэтому мы с вами все-таки должны понимать, что электронные библиотеки — это не просто накачал с интернета. Это работа планомерная, работа, которая должна быть серьезно поставлена в библиотеке. Это не просто отсканировать массив документов и хранить их где-то. Мы должны с вами создавать поисковый аппарат
то есть как-то ориентироваться в этом массиве документов, которые у нас будут с вами храниться на локальном диске, мы должны сделать так, чтобы к копии, которую мы предоставляем доступ в локальном доступе, даже с вашего компьютера, невозможно было сделать пользователям цифровой копии, да, еще одной копии себе на диск. То есть здесь это все очень строго и очень все завязано на юридических вопросах. Совместно с Министерством культуры Удмуртской Республики мы подготовим на глав письмо, информационное письмо о том, что такое электронная библиотека и почему библиотеки не могут формировать сами по себе эти электронные библиотеки. И в этом же письме будем рекомендовать все-таки активнее использовать ресурсы Национальной электронной библиотеки Российской Федерации и Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики. Что касается Национальной библиотеки Удмуртской Республики, здесь все просто. Все документы в открытом доступе. Вы активно или не очень активно, но используете их. Что касается Национальной электронной библиотеки Российской Федерации, здесь мы с вами опять же должны понимать, что доступ у нас предоставляется через договор безвозмездный, то есть безоплатный, но необходимо подключать абсолютно все библиотеки, которые у вас подключены к сети интернет. Для этого нам с вами действительно для подключения к Национальной электронной библиотеке необходимо рабочее место, автоматизированное рабочее место и устойчивый интернет-сигнал с хорошей скоростью. И с вашей стороны, директоров, это заключить договор на подключение вот конкретной сельской библиотеки, конкретного филиала. Вот это вот должно быть, и мы должны это использовать. Тем более сейчас в Национальной электронной библиотеке у нас с вами доступ к 4 миллиона 800 тысяч изданий уже оцифрованы, уже в открытом доступе. Через ваши договора, через ваши аккаунты, да, можно воспользоваться таким огромным массивом. Тем более там у нас с вами идет и 10% имеет 10% вновь издаваемых изданий тоже находят свое отражение в Национальной электронной библиотеке. Запись. Так, если вопросов нет по этому поводу, да, по этому вопросу, мы, значит, будем завершать. Я сейчас отвечу на те вопросы, которые есть. Запись совещания мы вам вышлем по почте. Выставлять в интернете не будем, но у каждого будет на почте запись данного совещания. То есть в любой момент вы можете обратиться и посмотреть еще раз. Но еще раз говорю о том, что проще позвонить нам в очередной раз и проконсультироваться со специалистами. Все, мы с вами уложились Ну вы же сейчас не идете, да? в первые 40 минут. Зачем вы хотите? Сейчас вот не идет уже. К сожалению, я не слышу вопросов. Так настроен вот доступ. Я тоже не организатор, да? И поэтому лучше писать вопросы только в чате. У нас есть договор, что только на платформе национальной библиотеки по договору. Поэтому можете. Если вопросов больше нет, то мы с вами завершаем наше совещание. Всем большое спасибо и до новых встреч. Как будто такое? Что-то ничего такого нет. Мгм.